گفت که بگیرن ایرو شسیاه میکنه دلتون دا اینا سوزای اینا خواه اینا خدا زدن. Он, подполковник Машраф Истамзода, сказал: «Это семья, враги народа. Не поддавайтесь на ее уговоры». Женщина просила ее отпустить, потому что плохо себя чувствует, шла к врачу, а дома 2 детей-инвалидов. Меня схватили 2 и волоком потащили вниз, заставили подписать какую-то бумагу, отобрали телефон и стали его проверять. Ничего не нашли. Один сказал: «Ты строишь из себя невинную овечку? Это ты организовала нападение на заставу Ишкабод. Ты член Хизби Тахрир». После этого потащили наверх к начальнику. Он, Истамзода, проверил мой телефон и сказал, что теперь я полностью в их руках, и все, что они захотят, они разместят в моем телефоне. Разместим в твоем телефоне черные флаги ИГИЛа. Обвиним тебя, что это ты организовала нападение на заставу Ишкабод. Напишем оскорбление в отношении президента. Разместим карикатуры на него. И запросто, без суда, можем тебя посадить, как сестру врага народа. Мы хоть сейчас можем посадить тебя на 15 суток и делать с тобой все, что захотим. И никто ничего сказать и сделать не сможет. Илюфар Раджабова. Я им сказала еще раз, что меня ждут дома 2 ребенка-инвалида. Они без моей помощи даже до туалета не могут дойти. Истамзода сказал: это тебя Бог наказал, как врага народа. Правильно сделал твой муж, что бросил тебя с твоими уродами. Они отродья врагов народа и не имеют права на жизнь. Там было около 15 человек в кабинете этого подполковника Машрафа Истамзода. Он сказал им: разденьте ее догола, изнасилуйте ее, пусть один снимает на видео, отправьте это видео ее брату, пусть ее предатель-брат посмотрит и покончит с собой. Ты здесь покончишь с собой, а твой отец в тюрьме покончит с собой от позора. Подполковник подошел ко мне и попытался сорвать с меня одежду. Он взял со стола баллончик дезодоранта и сказал, что сейчас изнасилует меня этим баллончиком. Я скрестила руки на груди, он потребовал убрать руки и добровольно раздеться. Он пытался сорвать с меня одежду, но я сопротивлялась. Тогда он ударил меня по голове рукой, обмотанной шарфом, и я упала на пол.